Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В предновогодние дни нагрузка на работников почты возрастает в несколько раз. Это связано с ростом почтовых отправлений. К сожалению, часто письма, посылки и свежие газеты приходят до адресатов с опозданием. И не всегда это по вине почтовых работников. Об этом поговорим с гостем студии Петром Птицыным, директором якутского филиала Почты России. Петр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Каковы показатели объема перевозок по республике? Вы правильно отметили, что каждый год объемы перевозимой почты вырастают. И в 2021 году мы уже за 11 месяцев перевезли такой же объем почты, как за весь 2020 год. Это связано в первую очередь, наверное, с тем, что у нас развивается связь, больше интернет-заказов. И также здесь чувствуется влияние пандемии, потому что все больше людей делают покупки, заказы в интернете. А вот с чем еще связан высокий спрос на почтовую связь в республике? Ну вот в декабре именно мы чувствуем увеличение объема почтовых перевозок именно перед Новым годом. Потому что все население делают заказы, подарки, хотят порадовать своих близких. Поэтому перед Новым годом это самый пик. У нас примерно в 1,5 раза нагрузка на перевозку почты вырастает. В связи с этим у нас есть определенная программа. Мы работаем над тем, чтобы увеличить количество нашего автотранспорта наемного для того, чтобы увеличить количество почтовых перевозок. А какие были причины возникновения ситуации с задержкой почтовой связи в Нерюнгри? Да, к сожалению, вот это актуальная тема. В новостных интернет-сайтах, в пабликах было много сообщений о том, что идет задержка почты в Нерюнгри. Я объясню, вот здесь у нас вообще в республике есть 3 определенных входа, ворота наши, да. Это аэропорт Якутска, это железная дорога в Нерюнгри и это аэропорт в Мирном. Причем в Мирном аэропорт, он локальный характер носит, обслуживает только Мирнинские и Ленинские районы, а республика полностью обслуживается она через Якутск, это авиа, и железную дорогу, это в Нерюнгри. В связи с тем, что у нас были ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе аэропорта Якутск, в связи с тем, что аэропорт в Нерюнгри был закрыт долгое время, у нас произошло накопление почты вот к осени, к началу зимы в Нерюнгри. Следовательно, сезон наступил ледостава, закрылась паромная переправа и стали реже осуществляться почтовые рейсы. При этом было накопление и при этом вырос в несколько раз, вот как я уже говорил, объем почты. Поэтому у нас вот в начале декабря остаток неотправленной почты в Нерюнгри достигал 50 тонн и больше. На сегодняшний день мы эту проблему практически решили. У нас там сейчас менее 5 тонн. Мы вот за несколько дней декабря вывезли 98 тонн почты. И у нас в 10 раз меньше остаток сейчас неотправленной почты на Нерюнгри. То есть можно быть уверенным, что все, кто вовремя сделал покупки, отправил почту к Новому году, они все получат свои посылки. А как якутский филиал Почты России справился с валом почтовых отправлений в декабре и вообще вот есть ли какие-то задержки помимо вот Нерюнгри? Да, есть определенные
сложности. Если начать говорить в первую очередь про нейронгри, да, то я хочу сказать большое спасибо Ленскому объединенному речному пароходству, которое вот в момент, когда не было переправы, перевозила почтовые машины на своем пароме в сопровождении ледокола. Мы здесь, конечно, как бы тоже зависим от них, так как сколько бы машин мы бы не подали, да, то паром ходит, если там 2 раза в день или 1 раз в день, больше мы перевести машин не можем, да. Ну и второй у нас был способ, это когда до 5 тонн переправа только открылась в начале декабря, мы уже малотоннажными автомобилями делали перегрузки. То есть подъезжала большая фура к Нижнему Бестяху, и оттуда на Якутск уже на маленьких автомобилях мы почту перевозили. И второй еще у нас аспект – это отправка по республике. По республике здесь мы вместе с Министерством инноваций, с авиакомпаниями, нашими полярной авиалинией Якутии мы сделали чартеры. И тоже большую часть почты, у нас было больше 40 тонн, остаток здесь авиапочты. На сегодняшний день уже менее 14 тонн, как бы остаток, и тоже до Нового года большую часть мы все отправим. А вот какие изменения, помимо новогоднего бума, связаны с ростом почтовых отправлений? Ну вот главное изменение, это вот, как я уже говорил, это то, что интернет высокоскоростной приходит в сельскую местность, приходит в районы республики, и мы сразу же ощущаем, видим на себе увеличение резкое объема перевозок почты, потому что люди, особенно в арктической зоне, в труднодоступных районов, они по интернету заказывают все, начиная от зубных щеток, там, заканчивая телевизорами там, и бытовой техникой. Поэтому здесь мы ощущаем то, что видим то, что за последние 5 лет в 3 раза вырос объем перевозок почты в Арктику. И если мы, допустим, в 2020 году даже, если взять, мы отправили 20 чартеров, то в 2021 году уже 40 чартеров, в 2 раза больше, а перевезли почты на этих чартерах в 3 раза больше. Но это при том, что у вас работников осталось столько же. Да, при том, что у нас работников столько же, и есть определенные проблемы с кадрами в арктических районах, в труднодоступных районах. Эта сложность у нас сохраняется, и здесь только мы, благодаря помощи глав районов, глав наслегов, которые нам оказывают помощь и в перевозках даже где-то почты, и в подборе кадров, только благодаря их помощи почта, можно сказать, в таких условиях сложных работает. А как период ледостава влияет на перевозку почты? Ну, знаете, мы вот в последние годы начали активно перевозить почту в период ледостава. В 2020 году 34 тонны мы всего лишь перевезли вот в этот период, когда закрыта переправа. А в 2021 году это уже 96 тонн почты, то есть мы на 60 почти тонн больше почты перевезли, но почта все равно задерживается, почта идет дольше, поэтому железнодорожный вот этот наш путь через Нерюнгри, он, ну, как бы вот здесь испытывает сложности, поэтому в данном случае вариант, чтобы в это время отправлять больше все-таки авиа, потому что в Якутске авиасообщение не останавливается, и самолет Почты России собственный возит также почту к нам сюда, в Якутск. Конечно, это дороже по цене, но зато своевременно доставляется. А как почта планирует повышать эффективность доставки в период ледостава?
Этот вопрос очень актуальный. Мы его вот обсуждали на последнем совещании в Министерстве инноваций. И было принято решение на уровне министерства создать проектный офис с участием Министерства транспорта Республики, наших авиакомпаний, Почты России, с участием глав районов, для того, чтобы вот совместно подумать, там, выработать методы, новые какие-то подходы к перевозке почты вот в этот сложный как раз промежуток. А вот если будет построен долгожданный наш мост, то есть как это скажется на логистике? На логистике это скажется только в положительную сторону. Больше таких перебоев с доставкой почты не будет, больше таких задержек не будет. И, конечно, я думаю, что этот мост, он даст толчок дальнейший для развития как Почты России, так и вообще уровня жизни населения, новое качество жизни будет в республике. А вот в связи с ростом почтовых отправлений будет ли увеличен рост штат сотрудников Почты России? Ну, вопрос очень правильный, очень актуальный для нас, но пока мы все-таки здесь видим проблему в первую очередь не в штате, не в количестве, а в их качестве. И мы сейчас работаем над тем, чтобы все-таки увеличить качество работы нашей, да. И, конечно, если мы будем видеть, что не хватает персонала количественно, я думаю, мы такие вопросы решим, тем более, кратное у нас увеличение почты, что как бы говорит о том, что надо какие-то изменения делать, в том числе и в количестве нашего персонала. Петр Владимирович, спасибо, что ответили на наши вопросы. Желаю успехов в вашей работе. А я напомню о том, почему задерживается почтовое отправление. Мы поговорили с Петром Птицыным, директором якутского филиала Почты России.